Приветствую, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Трудома. Меня зовут Александра. Я вернулась, и мы с вами продолжаем смотреть дальше карты дня, прогнозы на неделю, прогнозы на месяц и все прогнозы, которые я записываю. Так, смотрим с вами 19 июля, это у нас вторник. Все знаки зодиака. Начинаем с Овнов. Овны первые. Покажите мне, что ждет Овнов 19 июля во вторник. 19 июля во вторник. Так, смотрим, Овны. Угу. И сразу первое событие: глубокая печаль у вас выпадает. Могут быть какие-то переживания. Сейчас посмотрим, может быть, да, вот видите, уже есть подсказочка. Возможно, откроется какая-то информация, тайна. Да, то есть что-то, что было от вас спрятано, закрыто, откроется. Может быть, будет не очень приятно, как вариант. Также еще может быть посещение госучреждения, казенный дом. Может быть, там откроется какая-то информация. Или знаете еще как может быть? Замок это закрыто. Да, допустим, вам нужно во вторник в какое-то госучреждение, а вы придете, выяснится, что закрыто. Да, то есть может проиграться вот это разочарование, что вы вот зря потратили время, шли. Так что прозвоните, уточните, узнайте. Может быть, неприемный день, да, или нет специалиста вашего. Семейная жизнь. Какое-то событие, связанное с детками. Возможно, вот вам с ребенком надо, да, в казенный дом. В школу, в садик, в больницу. Солнышко, отличное настроение. Ну, вот видите, к вечеру настроение ваше улучшится. Подкову нельзя, цветочек нельзя. Угу. Так, смотрим с вами теперь горизонтали, вертикали. Яблоко. Смотрите, слезы радости. Да, то есть, если яблочко рядом с солнышком, да, выпадает, то это слезы радости. Не слезы печали. Шарики, хорошие новости могут быть. Может быть, поэтому и слезы радости. Так, теперь смотрим здесь. Метла нельзя. Нет, нет. Есть расчесочка, но ее тоже нельзя. Тайное свидание нельзя. И чемодан можно. Чемодан это может быть разлука с кем-то, расставание временное. Так, смотрите, значит, что у вас получается в этот день, во вторник? У вас выпадает, с утра будет какое-то переживание. Возможно, оно будет связано с открытием тайны или с тем, что что-то будет для вас закрыто. Посещение госучреждения, общение с детьми, слезы радости, да, возможно, от очень хорошей радостной новости. И временное расставание с кем-то. Возможно, будете кого-то провожать в этот день. Чемоданчик часто так проигрывается. Вот такие события, Овны, для вас на вторник. Благодарю за внимание. Перехожу к Тельцам. Тельцы, смотрим. 19 июля. июля. События для тельцов. Покажите мне, пожалуйста. Вторник, 19 июля. Смотрим, тельцы, что у вас.
колокольчик, первое событие, которое я увидела. Колокольчик — это пустые разговоры. Конфликт. Смотрите, пустые разговоры, да, казалось бы, могут перерасти в конфликт. Мечи. Два разных мнения, да, сталкиваются. Свидание может быть. Ну, или какая-то приятная встреча, да, то есть если вы знаете, что у вас свидания не может быть, то это тогда... Ага, смотрите, конфликт может быть с каким-то очень влиятельным человеком, то есть человек в короне, может быть ваш начальник, какой-то руководитель, представитель там власти, закона, какой-то вот очень серьезный и важный. И вы можете поконфликтовать с этим человеком. Так, проверяем горизонтали, вертикали. Дорогу нельзя. Здесь нет. Нет. Время. Вам нужно будет следить за временем в этот день. Будильник, подсказка. По будильнику мы или опаздываем, или наоборот очень долго ждем. Да? То есть постоянно ориентируемся на время, смотрим на часы. Может быть и конфликт, да, с вот этим человеком будет связан со временем. Например, вам надо на определенное время, да, к вот этому человеку, и вы опоздаете. Из-за этого может быть конфликт. Или свидание, встреча, да, на определенное время, и вы можете опаздывать. Так что смотрите. Солнышко нельзя. Бабочка. Деловые отношения, деловое общение. Опять же, выпадает рядом, да, с короной. Показывая, да, что у вас будет именно встреча, общение. Этот человек как-то связан с вашими делами, работой. Ножницы. Решится дело. В этом общении, да, то есть с вот этим человеком вы решите какой-то свой вопрос. Так, и здесь у нас расчесочка, нельзя ее соединить. Получается, смотрите, у вас пустые разговоры в этот день с кем-то. Затем может быть конфликт с каким-то влиятельным человеком. У вас будет приятная встреча, будет деловое общение, на котором решится какой-то вопрос, какое-то дело. И подсказочка: следите за временем. Да, то есть для вас два предостережения: следить за временем и следить за тем, чтобы не состоялся конфликт. Да, то есть как-то контролировать свои эмоции, слова. Вот такая информация для вас, тельцы. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к близнецам. Близнецы. Смотрим. 19 июля. Июля. События дня для близнецов. Покажите мне вторник. Ссора. Первое, что я увидела, метла. Небольшая какая-то ссора может быть. Или еще метла — это наведение порядка в дома. Казенный дом. Смотрите, может быть в госучреждении ссора рядышком. Видите, выпали. С кем-то можете поругаться. Застолье нельзя. Может быть какое-то событие в этот день у вас дома или среди родни. Да, то есть дом имеется в виду всех ваших родственников. Друзья. Видите, то есть на событии будут ваши друзья.
Может быть, это как-то может быть связано еще с казенным домом, да, например, роспись у кого-то из родственников или крещение ребеночка, да, то есть в каком-то именно учреждении происходит это событие. И общение с представителем закона власти. Опять же, этот человек может быть в казенном доме, может так проиграться. Так, теперь проверяем с вами горизонтали, вертикали, крайние карты. Горизонтали нет, вертикали. Кораблик нельзя. Здесь нет, нет, нет. И нет совпадений. Нет, я у вас не вижу ни горизонтали, ни вертикали. Получается, у вас 5 событий. Первое, это может быть ссора в этот день. Извиняюсь, поэтому смотрите, будьте осторожны, да, то есть контролируйте эмоции. Посещение госучреждения, какое-то событие, общение с друзьями будет и встреча с каким-то очень важным влиятельным человеком также будет в этот день. Представитель власти, закона, страны, да, или вашего, не знаю, города. То есть человек в короне. Так что вот такие события. Ну, у вас тут единственный минус, это вот ссора небольшая, метла. А так все остальные события хорошие. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Так, раки. 19 июля, вторник. Июля, вторник, раки. Дорога. Смотрите, у вас выпадает первое событие. Поездка. Неприятность. Рядом с дорогой ложится, может быть, как-то связано с дорогой, да, например, там попадете в пробку, да, или что-то забудете, придется возвращаться, да, то есть вот как-то может быть связано. Либо нужно ехать для того, чтобы решить какой-то вопрос, да, возник по неприятности, какая-то проблема возникла, и вы вынуждены куда-то ехать решать эту проблему. Скользкое дело, еще выпала рыба. Ну, рыба — это обман, какое-то заманчивое предложение, да, когда нам что-то предлагают, но лучше отказываться от таких предложений. События в месяце. Какое-то событие, которое повторяется с вами каждый месяц, может быть, даже вот в этих числах, да, то есть это где-то вот 20-е числа. Тайная встреча. Может быть, вы с кем-то даже вот встречаетесь раз в месяц. И вот смотрите, как интересно выпадает. Тайная встреча, скользкое дело. Да, то есть тут вам надо быть осторожными. Неприятность. Также еще кровать — это интимная связь. Ну, или может проигрываться, когда, допустим, хочется пораньше лечь спать, да, или просто полежать. То есть вот не хочется ничего делать. Застолье. Ожидание. Кораблик. Чего-то или кого-то будете ожидать. Ножницы. Решится вопрос дела. Прибыль. Смотрите, сколько у вас много событий. Прибыль. Поступления будут финансовые в этот день.
Так, дальше смотрим, горизонтали смотрим теперь. Ну, горизонтали я не вижу совпадений. Значит, что у вас получается? У вас в этот день может быть поездка, могут быть неприятности. Неприятности какие? Связанные с каким-то заманчивым предложением. Да, поэтому будьте осторожны. У вас решится какой-то вопрос, будут финансовые поступления, будет событие, которое с вами все время происходит, каждый месяц. Тайная встреча может быть, интимная связь, ожидание и застолье. Вот столько много интересных событий, да, то есть тут и много хороших, да, вот смотрите, решение вопросов, застолья, но есть и предостережения, так что вам надо быть осторожными. Застолье, может быть, день рождения у кого-то. Сейчас ваши дни рождения идут, вспомнила раки. У кого вот выпадает день рождения, поздравляю вас на 19 июля, да, то есть показывает, что у вас будет застолье. Вот такая информация. Насыщенный день у вас, раки. Будьте осторожны. Вас кто-то захочет обмануть. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к львам. Так, лёшки. 19 июля. Смотрим. 19 июля. Львы. События дня. 19 июля. Львы. События дня. Сразу же у вас первая выпадает новость. Придет какая-то информация. Может быть на телефон, на электронную почту. Да, то есть такая электронная новость, скажем так. Приглашение. Вот может быть, да, какая-то смс-ка с приглашением куда-то. Якорь. Якорь показывает, либо вы что-то заканчиваете, да, в этот день утром, ну, какое-то, не знаю, там дело, задачу, либо еще якорь это может быть зависание в одном месте, да, когда мы где-то бросаем якорь и проводим целый день, допустим, ну, или как минимум полдня. Поэтому может и так проигрываться, это уже только вам будет понятней. Глубокая печаль почему-то выпадает рядом с приглашением. Может быть, туда, куда вас позовут, не очень хочется будет ехать. Печаль может так проиграться. Либо событие какое-то не очень приятное для вас. И следом идет неприятность. А может быть, знаете как? Смотрите. Вас приглашают. Но почему печаль? Потому что якорь показывает неприятность, то есть вы заякорены, да, то есть в этот день вы не можете никуда двинуться, да, вот на это приглашение, потому что, да, вот неприятность. Якорь не просто так, а из-за какой-то неприятности, то есть вы что-то там сделали, да, допустим, и вынуждены находиться в одном месте. И поэтому глубокая печаль, то есть вы опечалены можете быть из-за того, что вы не можете, да, принять это приглашение. Может даже вот так проиграться. Общение с друзьями. Застолье. Нет, все-таки застолье будет. Все-таки вы разберетесь с этой неприятностью, да, вот с вот этой. И вы на вот это приглашение на торжество вы попадете, потому что застолье все-таки показывает, что у вас получится. Также, смотрите, есть тайная встреча с другом в этот день. Ожидание. Ожидание траты. Так, проверяем теперь. Горизонтали, вертикали. Что здесь? Замок нельзя. Цепь можно.
Цепь – это у нас какое-то нерешенное дело или вопрос, да, то есть цепь обычно показывает очень долго тянется, да, то есть тянется, тянется, и мы не можем никак решить этот вопрос. Так, смотрим теперь дальше. Нет совпадений, нет, нет, нет и нет совпадений. Получается, что у вас? У вас очень много событий. Называю по очереди. Я тут, конечно, могла бы тут сейчас историю придумать, но не буду. Первое. Нерешенный вопрос. Какой-то может быть поступление информации, приглашение. Дальше идет якорь. Вы будете вынуждены где-то заякориться из-за какой-то неприятности, да, то есть произойдет какое-то ЧП по вашей, не знаю, вине, не по вашей, тут непонятно в этой колоде. И вот эта вот неприятность, она вас как бы заякорит. Дальше показывает, у вас будет переживание, ну, возможно, это будет связано, да, вот с этой неприятностью. И вечером у вас будет застолье, встреча с друзьями, ожидание, возможно, даже кого-то будет ожидание друзей, может быть, вы раньше придете и будете ждать. И деньги часто показывают траты, да, может быть, придется потратиться на это застолье. Так что, Левушки, вот такой у вас насыщенный, активный день будет в этот день. Вот такие события. Благодарю за внимание. А с утра вот вам нужно постараться избежать неприятностей. Потому что очень часто это событие показывает неприятность, происходит по нашей вине. Да? То есть мы свои какие-то ошибки, из-за своих ошибок попадаем, да, в эти ситуации. Так что будьте осторожны во вторник. Благодарю за внимание. Переходим к девам. Девы. 19 июля. Вторник. События дня. Покажите мне, пожалуйста, события для дев. Что будет у дев происходить во вторник? Нерешенный вопрос. Цепь. Какой-то у вас прям с утра может возникнуть. Деловая встреча. Да, то есть, чтобы решить вопрос, нужно с кем-то встретиться. Глубокая печаль, это сильные переживания могут быть. Якорь. Якорь показывает фиксацию. Да, то есть, когда мы вынуждены где-то бросить якорь и находиться в одном месте. Так, и проверяем теперь с вами горизонтали, вертикали. Что у нас здесь? Горизонтали я не вижу совпадений, вертикали. Нет, 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 нет. Застолье есть еще у вас. Выпадает на этот день. Так, смотрите, значит, что получается. У вас 5 событий. Первое. Какой-то нерешенный вопрос. Возможно, вот печаль по поводу того, что в этот день вы планировали что-то решить, сделать, да, закончить, доделать, а карты говорят, ну не получится. Да, то есть, возможно, вы даже вот будете с кем-то встречаться, пытаться решить. Но если бы вы выпали ножницы, да, вот ножнички, ножнички показывают решение этих вопросов. Но ножницы нельзя соединить. Поэтому, может быть, вот вы будете разочарованы, да, тем, что не решится этот вопрос. Дальше якорь показывает, что вторая половина дня вы где-то заякоритесь. Да, то есть то ли это будет дом, то ли это, может быть, где-то на застолье вы пойдете кому-то, да, на какую-то вечеринку. Но якорь показывает наше, да, вот, скажем так, когда мы находимся в одном месте и не перемещаемся, не передвигаемся.
Останавливаемся. И застолье. Вот такие события. Немного, да, то есть, ну, тут, видите, есть для вас два предостережения. Да, первое, это то, что не сможете решить какой-то вопрос, и второе, что будут переживания. Поэтому вы уже, в принципе, да, когда мы к этому готовы эмоционально, да, возможно, вы будете меньше переживать. Благодарю вас за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я оставлю под этим видео в описании. Так что жду вас, переходите по ссылочке и жду вас во второй части этого видео.